источник радости, источник вдохновения. Ты даешь нам силы. Благодарим Тебя, Господи. Аллилуйя. Давайте мы Господу аплодисменты дадим. Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи. Аллилуйя. Слава Богу, вы присаживаетесь на короткое время и так радостно быть уже здесь. Я как будто на новом месте где-то. Мы так давно так долго собирались внизу, что я уже отвык от сцены и от звука. И здесь звук лучше. Кто может сказать, что здесь звук лучше, чем на первом этаже, да? Вы знаете, когда мы заштукатурили стены, и я поднимался сюда, и я один кричал, не кричал, а просто громко говорил, и было эхо, и я думал, что у нас будет проблема со звуком, но мы поставили стулья, наполнили зал людьми, и все не так плохо, я вам могу сказать. Я надеюсь, будет еще лучше, когда будет мягкий пол. Вот. Слава Богу. И у нас первое собрание, еще, здесь мы еще многие вещи не закончили. У нас нет проектора, я надеюсь, мы в ближайшее время повешаем, да, чтобы у нас были слова, чтобы мы могли петь песни, и старые, и новые, чтобы мы видели. Кому нужны слова, чтобы петь? Да. Надо, видишь. Хорошо. И у нас сегодня первый день месяца. И первый день месяца в нашей церкви, как во многих церквях, заведено, что мы принимаем хлебопреломление или причастие. И это та традиция, это церковное таинство, которое церковь делала с самого основания, уже больше 2000 лет. Наш Господь Иисус Христос, когда Он собрал своих учеников в последний вечере, в последний ужин, когда Он был с ними, и Он сказал, что делайте это в моем воспоминании. И с той поры церковь, она никогда не прекращала это делать, и мы также это делаем. И мы будем это делать сейчас. Я единственное хотел напомнить, что если ты Христов, ты можешь принимать участие в хлебопреломлении и в причастии. То есть причащаться, это значит становиться частью, быть частью. Да? Мы часть тела Христова. Что это означает? Что ты признал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, ты принял водное крещение, тогда ты можешь. Ты, если этого не делал, то тебе от этого нет никакой пользы. Да? Все понимаете? Поэтому мы также говорим, что мы верим, что дети, они должны принимать крещение и делать выбор сознательно, сами, в достаточно зрелом возрасте. Поэтому мы не крестим младенцев, да? Поэтому, если человек, он крещен, нужно принимать причастие. Я также хотел напомнить, что есть такое место в Писании, да, что если кто будет есть или пить недостойно, будет есть и пить в осуждении себе, да. Но я уже много раз говорил, что часто это место Писания, да, оно воспринимается людьми и трактуется в церквях как, лучше на всякий случай тебе не надо. Может быть, ты вчера чего-то там наделал, или вот на этой неделе, и как-то вот ты недостоин. Но речь совсем не об этом, да. Там говорилось о конкретную ситуацию, что когда ученики, они собирались, да, церковь, она собиралась, это был ужин раньше полноценный, и люди, они приносили на ужин что-то, то, что они приготовили из дома, и те, кто побогаче, посостоятельнее, они приносили, накрывали себе поляну, ели и пили, и веселились, и не ждали остальных. И именно про это говорится, что же вы творите-то? Но если ты по каким-то причинам думаешь, что я недостоин, то это ложь от дьявола. Потому что если ты так говоришь, то ты тем самым уничижаешь то, что сделал Христос для тебя на кресте. То есть ты говоришь, что Его смерти было недостаточно. Вы понимаете, да? И не участвуй в этом. Если ты
верующий, ты принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, тебе нужно принимать причастие. Это то, что наш Господь, Он нам заповедал. И если ты чувствуешь какую-то вину, написано, что покайтесь, и Он, будучи верен и праведен, простит вам прегрешения ваши. То есть ты чувствуешь, что что-то не так, просто покайся, помолись, и все, и Он простил тебя, и Он больше не вспоминает. Он смотрит на тебя через кровь Христа. Аминь. Поэтому ни ты, ни я, мы недостойны. Потому что написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Но в этом-то и удивительная вещь нашей веры, что мы ничего, мы не можем заслужить. Мы недостойны. Но Он достоин, и Он сделал. А я просто это принимаю верой, и все. Давайте мы помолимся, мы поднимемся на наши ноги, мы осветим этот хлеб, это вино, и мы будем принимать причастие перед Отцом. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, которого Ты отправил на эту землю, который пришел во плоти человеческой, и который умер за нас, и пролил свою кровь за нас, и очистил нас от всякого греха. Иисус, мы благодарим Тебя, что благодаря Твоей крови, которая была пролита, мы очищены полностью в глазах Отца. Мы можем приходить к Нему и иметь надежду, что в последний день мы будем восхищены. Господи, мы освящаем этот сок, мы освящаем этот хлеб. Мы говорим, что этот хлеб — это тело Твое, которое было ломимо за нас. И этот сок — это кровь, которая была пролита за нас. Мы принимаем с благодарностью, вспоминая о Тебе. Мы освящаем. И вся церковь сказала аминь. Аминь. И можно вот отсюда выходить и также возвращаться. Давайте будем принимать. Это тело Христа за нас ломимо. И это кровь Христа, которая была пролита за нас. Дорогая цена крови, искупление Твоего. Помни этот день святи, низко голову склони. Дорогая цена крови, искупление Твоего. Помни этот день святи, низко голову
Аллилуйя. Слава Богу. И давайте мы также еще помолимся за наши нужды, которые у нас есть. И мы опять вернулись, у нас здесь есть коробочка, и можно приносить сюда свои молитвенные нужды, написать, вложить, и мы будем молиться всей церковью за них. И я верю, что у нас также постепенно мы войдем в обычное русло. У нас была молитвенная группа молитвенников, которые также брали, потом и промаливали это в течение недели. И, может быть, мы немножко это изменим, технологии двигаются вперед, у нас было такое хорошее начало, что нужды мы отправляли в группу по WhatsApp, да, молитвенные нужды. Я думаю, что, может быть, так оно даже и лучше, что не нужно писать в коробочку. Господь, Он знает, да, все наши нужды, прежде чем мы даже говорим о них. Если вы что-то не написали, вы что-то не принесли, когда мы сейчас будем молиться, вы просто приносите эту молитву, эту нужду пред Богом. Хорошо? Вы сами проговариваете, мы всей церковью согласимся. Мы будем просить за это. Хорошо? Все согласны? Слава Богу. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за эту церковь, за то, что мы часть ее, за то, что мы можем здесь собираться и приходить к Тебе, Господи. Ты сказал, что если двое или трое согласятся просить во имя Мое, то будет и Господи, нас здесь гораздо больше, чем двое или трое. Мы соглашаемся и мы просим Тебя, Господь, имей милость над нами, Господи, и благослови нас, Господи, восполни каждую нужду. Та, которая была озвучена и которая не была озвучена, но она есть у людей. Прежде всего, Господи, мы просим Тебя за тех, кто нуждается в исцелении. Господи, я провозглашаю божественное здоровье в каждое тело, в жизнь каждого человека в нашей церкви. Господи, благослови детей и родственников, если кому-то нужно. Может быть, они не в нашей церкви, но этот человек, он нуждается в исцелении, и кто-то просит за него сейчас, Господь. Я провозглашаю Твою защиту, прежде всего, от этого вируса, который сейчас ходит. Даже если человек, он заболеет во имя Иисуса Христа, я провозглашаю полное исцеление, выздоровление, без всяких последствий, без всяких тромбов там и всевозможной побочки. Во имя Иисуса Христа пусть будет так. Пусть Твоя рука, она будет над каждым человеком в нашей церкви, уберегая его от зла и уберегая его от всякой болезни. Во имя Иисуса. Господи, сейчас у нас начался новый учебный год, и дети, они опять на дистанционке, большинство из них. Господи, я прошу Тебя, благослови. Благослови так, чтобы по возможности это не продлилось долго. Но даже если это будет, Господь, дай возможности каждому, чтобы у каждого был нормальный доступ в интернет, нормальное устройство для того, чтобы слушать и воспринимать. Господи, благослови их усидчивость. Так тяжело смотреть в экраны и что-то воспринимать информацию. Господи, Ты благослови, усмотри все во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя также за любую физическую нужду, которая есть. Будь ли то работа, какие-то заботы по дому. Может быть, кому-то нужно устройство в том, чтобы найти кого-то для ремонта какого-то имущества. Господи, Ты усмотри все. Господь, дай мудрости каждому. Благослови нас на то, чтобы найти нужные контакты, найти нужных людей, чтобы все устроилось, Господь. Если кто-то нуждается в работе, я провозглашаю, что Ты найдешь работу, достойной оплатой, и что у тебя будет время. Не так, что ты будешь там работать по 12 часов каждый день, и остается время только на сон. Господь, дай хорошую работу, достойную, с хорошей оплатой, и чтобы было время на семью, на себя и на церковь. Во имя Иисуса пусть будет это в жизни каждого. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы Твое водительство оно было также в церкви. Дай нам жажду по Тебе. Господи, как никогда раньше, Господи, благослови на то, чтобы вот в этом помещении с новым ремонтом были новые дела. Как Ты говорил, из славы в славу. Господи, мы ожидаем, что Ты будешь двигаться, как никогда раньше, Господи, что Твоя слава она будет являться здесь. Господи, наполни этот зал. Господи, наполни эту сцену. И сделай, чтобы здесь было действительно
хорошо. Чтобы прославление оно было сильным, еще лучше, чем сейчас, Господь. Чтобы оно было в духе с временем, Господь, в соответствии с Твоей волей, Господи. И чтобы была великая слава здесь, поднимающая людей, Господи. Дай им жажду и желание делать что-то для Тебя. И я прошу Тебя, Господи, благослови так, чтобы у людей также была стабильность. Если принял решение, чтобы не отступал от этого, и несмотря ни на что не делал, Господи, благослови каждого. Во имя Иисуса, пусть будет так. Аллилуйя, Господь. Господи, мы просим Тебя также за правительство в нашей республике, в нашем городе, в нашей стране. И мы просим Тебя, Ты благослови их, как мы их благословляем, Господи. Дай нам мудрости в управлении городом, республикой, страной. Господи, и пусть жизнь в нашем городе, в нашей республике, в нашей стране, она меняется к лучшему у людей. Господи, дай нам мирного неба, и дай нам иметь хорошие отношения с властями, чтобы мы могли здесь собираться без препятствий, Господи, не скрываясь. Мы так благодарим Тебя вот за эту возможность. Так здорово приходить сюда и, не скрываясь, славить Тебя. Пусть так будет дальше, Господи. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Да будет так. Пару вещей еще. Давайте мы сразу, у нас дети вот сюда перед сценой, выходите тоже. Дети, подростки, мы их также благословим. Хорошо, и давайте мы, каждый из нас, может быть, у кого-то желание есть что-то нам сказать лично? Есть у кого помолиться, повести молитву за детей? Многодетные мамы, папы приветствуются. Я не болею. Что-то посмотрел, у нас папа вообще что-то как-то нету. Почти все где-то. Рыбалка, охота еще не закончилась, да? Давайте мы помолимся, хорошо, если нет, вы присоединяйтесь просто, ладно? Аллилуйя, Господь. Господи, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, кто присутствует здесь, а также за всех, кто в нашей церкви, но их нет по какой-то причине. Господи, вот благослови первоклашек, которые пошли в школу, дай им мудрости, усидчивости. Я просто провозглашаю, что все будет хорошо, Господи. Дай новых друзей, дай хороших педагогов, Господи. Усмотри все во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господи. Благослови каждого, чтобы было крепкое здоровье во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю просто крепкое здоровье на всю эту зиму во имя Иисуса. Что всякая болезнь обойдет их стороной во имя Иисуса Христа. Господи, благослови. Дай мудрости, Господи. Дай хороших друзей верных. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Я провозглашаю, что каждый из них, он будет иметь добрую совесть, он будет знать, что такое хорошо, а что такое плохо, и никогда не пойдет на компромиссы со своей совестью. Во имя Иисуса Христа пусть будет так. В свое время они примут правильное решение, и они выберут жизнь. Пусть это будет реальностью. Господи, я провозглашаю, что они будут слышать Твой голос, и они будут видеть Твои чудеса в своей жизни. Господи, я прошу Тебя также за их семьи будущее. Благослови их будущего мужа или будущего жену. Уже сейчас, Господи. Может быть, этот человек, он уже есть где-то. Может быть, для кого-то он еще не родился. Господи, но Ты благослови. Я провозглашаю крепкие семьи, любящие семьи. И, Господи, благослови их детей во имя Иисуса Христа. Пусть они будут им в радость, надежды и опорой в старости. И весь Божий народ сказал. Аминь. Да будет так. Аллилуйя.
в том месяце, в начале того месяца, да, начал пастор поздравлять именинников. И мы вспомнили, что мы в свое время тоже поздравляли каждый месяц именинников. И решили возобновить это. Но не в конце месяца, а в начале месяца. Потому что многие, получается, люди, да, кто родился 30-го, 29-го, а собрание 27-го, 28-го, они не выходили. Они думали, что, еще же не настал день рождения. И поэтому они оставались, а потом поздравляли следующие, да, воскресенье. Они опять не выходили, потому что уже на другой месяц поздравляли. И мы решили, что вот будем в начале месяца вот Пасху, мы причастие принимаем, да, в начале месяца, и будем поздравлять именинников, благодарить Бога за каждого и молиться. И вот сейчас я прошу, кто сейчас здесь, да, мы приглашаем именинников за сентябрь, кто родился в сентябре. Мы хотим поздравить вас, мы хотим помолиться за вас. Никого нету в сентябре? Да. Аллилуйя, слава Богу. Давайте похлопаем. Христиан, давай. Вот. Мы как семья. Каждая семья празднует день рождения, правда? Празднуем, нет? Да. Кто не празднует, поднимите руки. Все празднуем. Аллилуйя, слава Господу, что мы все празднуем день рождения. В свое время я не любила свой день рождения. Были обстоятельства. Не любила свой день рождения, даже напрягалась, когда оно приближалось. Но Бог изменил. Вы представляете, я сейчас стою и поздравляю. Да? Слава Господу. И вот сейчас стоят, кто родился в сентябре. Это члены нашей семьи. И за слава Богу за них. Мы благодарим Бога за них, что они с нами, за их сердца, за этих чудесных детей. Мы славим кого? Нашего Небесного Отца. Вся слава Ему. Конечно, у нас будет все меняться. Будем петь, мы будем хлопать и танцевать. Но сегодня первый раз, первый день, только начало да? Поэтому мы просто вручим подарочек, помолимся за них, благословим. Так хочется всех обнять, но будем мудры, как говорится. Такое счастье иметь таких замечательных и братьев, и сестер, и братишек маленьких, и сестренок. Катюша, тебе сколько лет исполнилось? 7 лет исполнилось ребенку. А Христиан, тебе сколько лет исполнилось? А Рафаэль, я буду не так похожа. Извини, Рафаэль, тебе сколько исполнилось? 5 лет исполнилось. Большой уже. Слава Богу. И мы сейчас вам вручим подарочки. Рафаэль, это тебе. Это нашему брату. Как вас зовут? Дмитрий. Если не секрет, вам сколько исполнилось? 30. Вас как зовут? Знаете его? Слава Богу, да? Ему 19 лет исполнилось. Большой мальчик. Драгоценная сестра Жанна. Драгоценная сестра Тамара. Женщина выглядит на 17, правда? И
молимся. И, Господь, и благодарим и славим Тебя за их сердца, что Ты, Господь, благословляешь их, что Ты всегда с ними, Господь. Пусть они будут всегда здоровы, успешны, пусть они всегда ищут Твоего лица, чтобы была жажда по Тебе, чтобы они познавали Тебя, искали Тебя всегда, Господь, чтобы их сердца всегда были обращены к Тебе. Господи, мы благодарим и славим Тебя за каждого именинника, который сейчас здесь и которого сейчас нет по каким-то причинам. Аллилуйя! Вся слава Тебе! Аминь! Аминь. И прежде чем мы перейдем к слову, у нас здесь еще также одна часть служения – это десятины и пожертвования. Да? И слава Богу за то, что мы вот уже сделали ремонт почти, да? Мы бы продолжали дальше, но мы уперлись в то, что у нас кончились деньги. Да? И даже, более того, у нас есть небольшой долг, действительно небольшой. То есть мы остались должны около 100 тысяч рублей строителям, что, в принципе, они как бы, сразу с ними была договоренность, что они будут ждать, и мы постепенно как бы выплатим, да? Вот. Но хочется уже побыстрее долги все отдать и двигаться дальше также. Вот, поэтому, если вы первый раз в церкви, даже не напрягайтесь. Это не поборы, да, мы даем добровольно. Вот, если вы знаете, зачем и почему вы это делаете, давайте мы будем давать. Можно попросить, по рядам как-то ведра опустить, и я помолюсь просто. Также у нас есть возможность отправлять деньги в электронном виде. В группе у нас есть реквизиты, куда можно отправить это. И я помолюсь просто за всех, кто дает. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого человека, который когда-либо что-то жертвовал вообще в церкви. Я прошу Тебя, благослови могущественно, как я сейчас благословляю. Я провозглашаю, что этому человеку будет всегда на все хватать. Дай просто мудрость в этом, дай также иметь такое сердце, чтобы быть довольным во всем. И, Господи, благослови обилие. Как Ты сказал, что это благословение не брать в долг, я провозглашаю, что никто из вас не будет брать в долг, но Ты сам будешь давать во имя Иисуса. Это действительно благословение. И я провозглашаю свободу от долгов, если у кого-то еще есть, дай мудрости, Господи, просто выйти из всевозможных ситуаций. Если у кого-то есть какая-то трудная финансовая ситуация, Господи, Ты покрой ее. Дай мудрость, пусть сверхъестественным образом все разрешится. Я провозглашаю просто свободу от долгов во имя Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Мы наконец-то переехали сюда, наверх. Я верю, что постепенно у нас все наладится, устроим, вернем что-то сделать на первом этаже, закончим здесь. Но здание это просто здание, да? Это классное не здание, это гораздо лучше, чем собираться где-то в арендуемом помещении, когда тебя поджимают сроки, когда тебе нужно какому-то времени уходить. Но здание это всего лишь инструмент. Да? Потому что церковь это ты и я, да? Это люди, это верующие. И я надеюсь, что также в этом новом сезоне, который у нас начинается осень, как с начала учебного года, вообще для многих Новый год начинается, да, какая-то новая века, у нас что-то изменится. И я вас ободряю молиться об этом, но не только молиться, но и слушать свое сердце и принимать активное участие. Потому что молитва это очень важно. Вы согласны?
и ожидания от Бога, это тоже важно. Но если ты будешь делать только это, то я тебя разочарую. Ничего не изменится. Потому что нужен кто-то, кто будет что-то делать. Да? Хочешь, чтобы мир он изменился вокруг тебя? Начни с себя. Измени что-то вокруг себя, изменится что-то дальше. Измени свою жизнь. Ты хочешь, чтобы что-то в церкви было? Ну так начни что-то делать. Принимая в этом участие. Хорошо? У нас будет время какое-то на подумать. Я на какое-то время, на следующей неделе я уеду. Наверное, у нас будет собор нашего союза русского мира в Москве. И собор это, то есть там собираются служителя, пастора со всей России. И наш начальствующий епископ это Сергей Васильевич Риховский. Может быть, кто-то слышал, есть информация в интернете. И человек, который входил и входит в Общественную палату России и очень многое делает для того, чтобы евангельские христиане, баптисты, они были представлены, пятидесятники были представлены и имели взаимоотношения с нашей властью, чтобы на нас не смотрели как на маргиналов, он пользуется очень большим уважением. И друзья у него и министры есть, и очень много на самом деле делают. И будет собор, и, знаете, на самом деле очень хорошо собираться вместе, потому что в прошлый год вообще никаких собраний не было, потому что была пандемия, собор был отменен. И также был отменен, у нас будет конференция пасторская нашего Дальневосточного, Северо-Восточного союза во Владивостоке. Все как-то в одно время, почти одно за другим в октябре. Может быть, оно и хорошо, для нас это лучше, потому что из Якутска выехать куда-то, недешево. Слава Богу, лето закончилось, цены упали. Потому что летом было вообще весело. Вот, и молитесь о том, чтобы... Я верю, просто, знаете, у меня такое ожидание, еще у меня намечено несколько встреч с такими пасторами, я приеду, потом обязательно расскажу. Потому что есть такая пословица в русском языке, не говори губ, пока не перепрыгнешь. Да, и там просто собираются, такие неформальные встречи, она нигде не афишируется. И я каким-то образом, попросился, меня вроде бы позвали. Если у меня получится, я приеду и расскажу. И просто там действительно такие большие мужи Божии, которые один день выделяют для того, чтобы просто в неформальной обстановке пообщаться. И любой человек, не любой человек, кто там присутствует, он может задать вопросы. Потому что если просто так, к ним ты просто не попадешь. Да? Вот. У меня есть ожидание, что будет какой-то опыт, обмен опытом. Или у меня есть определенные вопросы и по управлению, и по устройству. И в прошлый раз мы ездили, видите, посмотрели, сразу идеи появились, как там ремонт сделать. Сейчас я тоже ожидаю, что что-то в этом роде будет, как там закончить, как там дальше двигаться. Аминь. Вот это я вас ввожу. По приезду я надеюсь, что мы с удвоенной силой начнем двигаться. Вот. И телефон звонит. Сегодня я бы хотел коснуться такой темы, знаете, я знаю, что я ее уже касался. Я уже говорил, и тема про фарисеев, которая, вы знаете, была такая религиозная группа во времена Иисуса, и они постоянно конфликтовали. Вы помните, да? Это очень настойчиво. Вот, и я сейчас прочитаю несколько мест Писания, но, знаете, почему, когда люди слушают и говорят, почему какие-то фарисеи давно не нужны, да? Группы эти нет религиозные. Но вы знаете, я вот как-то, стараюсь очень мягко проводить какие-то параллели, но иногда хочется сказать людям прямым текстом. Да потому что Дух этот, он не умер. И он до сих пор есть в церквях, и он есть в нашей церкви. И давайте мы просто посмотрим, давайте мы места Писания прочитаем. Сначала
Евангелие от Марка, 2 глава, из 13 по 28 стих. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему. И Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав это, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду в враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришито отделет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино порвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями. И ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал, сам и бывший с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал ему: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин субботы. Еще одно место Писания, это Марка, 3 глава, 1-6 стих дальше. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: встань на середину. А им говорит: должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорил тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы его погубить. И есть другие места Писания, это в других проповедях приводил. Помните, как там женщина была падшая, когда фарисеи также искушали Иисуса, и говорили: вот что с ним делать? То есть, нужно это, никому не нужно. И, то есть они делали это специально, чтобы подловить его. Постоянно с ними были конфликты. Вы помните, да? И вообще правила, это, конечно, хорошая вещь. Вот если кто спортом занимался, знаете, для того, чтобы спортивные состязания не состоялись, существуют определенные правила игры. Да, то есть в любом виде спорта, футбол, например, хоккей. И знаете, вот интересная вещь, у меня просто ребенок очень долгое время хоккеем занимался. И в хоккее есть, на самом деле, казалось бы, да, что сложного? Цель – забросить шайбу в ворота. Да? Все же знают. Не в свои, а в противоположные, да? В чужую команду. Но помимо этого есть куча вещей, куча правил. То есть даже при взятии ворот. То есть гол засчитывается, если шайба полностью пересекла линию ворот. Линия от одной штанги до другой. Да. Но при всем при этом, если клюшка была высоко поднята, гол не засчитывается. Если шайба отлетает от конька, она засчитывается. Но если ты при этом делаешь намеренное движение в сторону коньком, тогда она не засчитывается.
Если она также отлетает от ноги и там задевает кого-то из других игроков, она засчитывается. Вы знаете, может быть, как кажется, что сложность, да? И есть такое положение вне игры, также в правилах. То есть шайба, она должна пересечь линию зоны противоположной команды, прежде чем туда заехал твой игрок. Да? И когда, знаете, я вспоминаю маленькие дети, когда я их набираю, вот многие правила, им никто ничего не говорит. И вот эти вот дети, вот давно, у меня сын начал заниматься с 3 лет, 3,5 лет. И вот они давно не совсем маленькие. То есть они только-только начали кататься, там, знаете, как собачка по драчку. То есть они кучей, всей толпой, там, команда, не команда, бей своих, чтобы чужие боялись. То есть там кошмар, что творится, и вот они несутся, и никто им задач никаких не ставит, никто правила не объясняет. И знаете почему? Потому что если их начать грузить сразу правила, что вот это нельзя, то нельзя, вот это тебе не нужно делать, это не нужно делать, маленький ребенок, он просто скажет, проще вообще не играть. Чем вот я куда-то иду, что-то делаю, мне сразу по башке бьют. Этого нельзя, и это нельзя, это там туда. Поэтому для них правила вообще простые. У них есть просто азарт, есть большое желание ввязаться просто в это, что-то делать. И умный тренер, он это поощряет. Уже потом, когда они накапливают опыт какой-то, они уже втянулись в игру, постепенно им говорят, что у нас есть вот определенные правила, есть то, есть это, и они потихонечку втягиваются. Но с самого начала, когда ты начал что-то делать, никто красные линии вокруг вот такие вот не расчерчивает. Если вернуться вот к тому тексту, который мы читали, к чему я вообще про спорт здесь заговорил? Знаете, то есть вот если какие-то параллели привести, вот христианство и спорт. У нас, как у верующих, как у христиан, вот есть свои правила игры. И эти правила игры, они написаны в Библии. Вот для нас. Вы понимаете, да, о чем я? В Библии все правила для христиан. И Бог, Он хочет, чтобы мы понимали, что хорошо, что плохо, что можно делать, чего не следует делать. Но никаких других правил для нас не существует. Вот все, что есть, то, почему мы живем, оно все в Библии. Нет никаких там доктринальных книг отдельных. Есть учения, когда люди, богословы, они что-то там выводят в этом, но это человеческие измышления, да, которые трактуют. Но все правила, все, что мы берем, вся мудрость, она исходит из Библии. Вы понимаете, да, это? И вот те места Писания, которые мы читали, да, там говорится о фарисеях. И вы знаете, что фарисеи — это вот такая религиозная группа, которая на самом деле возникла с благими намерениями, да, в Израиле. Потому что израильский народ, он отпадал или отпал от Господа вот тогда, да, как бы они не почитали Бога, или, почитали, но не так, и вот они говорили, что вот у нас есть, у них на самом деле вот, та Библия, которая была у них, она была меньше, да, у них не было Нового Завета, и у евреев так его нет. То есть вот все, что было, Ветхий Завет у них. Но они верили, что чувствовали, вот как бы Бог, Он дал определенные правила в Библии. Но они чувствовали, что не все объяснено досконально. Вот написано «не работай», а что это означает? Да? Вот возникают различные жизненные ситуации, и как быть? И они начали составлять свои собственные правила, добавлять, да? Потому что, Бог как-то чего-то там не объяснил конкретно. И они чувствовали, что им нужно расписать, как нужно поступать в каждой конкретной ситуации. То есть вы понимаете, насколько они вообще были серьезны. Для них вот их религия, это было не что-то такое, к чему они относились легко. Они воспринимали это очень серьезно.
И поэтому они создавали свои правила, у них была своя книга. И на самом деле, знаете, даже можно было сказать, что каким образом они судили вообще, успешно ли это или неуспешно, их книга, их правила, которые, знаете, если не слишком много народу улыбалось и смеялось во время службы, значит все хорошо. Я как-то приводил пример в церкви, реальная ситуация. В одной церкви во время богослужения женщина, и у нее маленький ребенок. И, 5 лет. Она сидит где-то в первых рядах, большое помещение, и ребенок послушный, с ним все хорошо. Он сидит, он не бегает, ничего там не делает. У него единственная вещь была, он сидел впереди, и, маленький, он иногда сползал вниз, там что-то делал. Иногда он поднимался, он вставал на спинку кресла, поднимался, он смотрел туда в зал, и он широко улыбался. И он улыбался, всем улыбался, и улыбка была настолько заразная, то есть, что все люди, кто сидел за ним, смотрели на него, они не могли сдержаться, они тоже улыбались. Кто-то улыбался, кто-то начинал смеяться, потом он опять опускался, и потом он опять поднимался, на спинку вставал, смотрел и всем улыбался. Все было хорошо, пока мама в очередной раз она не заметила, что он встает, он улыбается и смотрит, сзади люди, они все смеются. И она хватает его за ухо, поворачивает ухо, садит его и говорит: ты же в церкви. И он сидит, начинает шмыгать носом и плачет, и она говорит: так-то лучше. Вот я думаю, что фарисеи, они были бы прямо довольны. Ну ты же в церкви. Нужно вести себя достойно. Как ты можешь смеяться? Вот те места Писания, которые мы прочитали, про фарисеев, вот их поведение, их отношения, что, знаете, видно, что вообще поклонение Богу, оно должно быть безрадостным и очень серьезным. И вот можно выделить, знаете, 4 таких правила, которые фарисеи пытались навязать Иисусу, которые он должен был соблюдать. Это то, чего нет в Библии, но то, что они считали, что это нужно, как же ты можешь это делать? То есть первое правило, то, что они ему обвиняли вину, как ты можешь есть с грешниками, то есть нельзя есть с грешниками, с ними нельзя сообщаться. Второе правило, это то, что ты не можешь есть вообще что-либо, когда фарисеи говорят, что ты должен поститься. Пост должен быть, как-то выходите и что-то радуйтесь и едите. Третье правило. Нельзя было собирать даже зернышки на поле, чтобы рот набить, пожевать в субботу. Потому что Бог, Он сказал, что нужно чтить субботу, что это работа. 4 правило. В субботу им нельзя помогать никому. То есть вот был человек с иссохшей рукой, и вот Иисус его поставил и говорит, что лучше? Исцелить его, чтобы у человека рука, она не работала всю жизнь, и с этого момента она будет работать. Это хорошо или плохо? И вот он его исцелил, они ему говорят, что ж ты сделал? И все вот эти правила, они человеческие. Вы понимаете, в Библии нет ничего про это. Конкретно не говорится. Вы знаете, насколько я могу судить, Бог, Он вообще заповедал своему народу, что один единственный день в году Он требовал, чтобы был пост. Это день искупления или праздник Йом-Кипур. Вот в этот день нужно было поститься. С прошествием времени, еще 5 дней, они были добавлены в Писание. Но насколько я могу судить, это не было обязательно. Как на Йом-Кипур, это не входило в обязанность, у тебя был выбор. Это было
было желательно, если ты хочешь угодить Богу, но это не было обязаловкой. Но фарисеи, они воспринимали религию очень серьезно. И они постановили, что дважды в неделю каждый человек, он должен поститься. И они прописали, что понедельник и четверг. Вот все будут ходить с постными лицами. Ну что, то есть ты отказываешься от еды. И это то, на что они жаловались. Они говорят, почему твои ученики вот не ходят и не постятся, когда вот там Иоанновы ученики, там вот наши все, вот дважды в неделю они все соблюдают. То есть это они придумали. И также, да, вот здесь еще вопросы они поднимают по поводу работы в субботу. Да, действительно, Бог сказал, что в субботу нужно отдыхать, да, нужно почитать Господа. Но фарисеи не очень чувствовали себя, что а что такое работа? Точно же не говорится. И они придумывали, насколько я знаю, там у них 1521 как бы пунктик был, да, что означает работа. То есть, если ты прошел больше 750 метров в субботу, это работа. То есть, вот, нельзя было проходить так много. Нельзя было завязывать узелки или мух убивать, потому что это тоже работа. Женщине нельзя было в зеркало смотреться, и мотивировалась это тем, что если она посмотрит, вдруг она увидит седой волос, и она его вырвет тогда, и это как бы жатва, что это тоже работа. И так далее, и так далее. Но в Библии нет ничего подобного, нет таких правил. Вы согласны? Нигде не написано про это. Иисус, Он когда говорил, да, по поводу вот этой практики, Он сказал следующее, Матфея, 15 глава, 8-9 стих. Он говорит, приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Вот говорят, да не все хорошо, вот что они чтут меня и так далее, но сердце их, оно вообще далеко от меня. И учат они заповедям человеческим. Вот для фарисеев их поклонение, их религия, она заключалась в том, что они и вот другие должны поступать так, как вот они считают, как они чувствуют, должно быть правильно. Вы понимаете, да? Вот какие у них есть ожидания, вот у них сложилось представление, что вот это вот, да, это Богу угодно. И они это навязывали другим. И фарисеев давно нет. И секты это нет уже, да, в иудаизме. Но дух, как я говорил, мне кажется, он все еще жив в церквях. И если ты и я, мы неаккуратны, мы можем закончить, что мы будем носителями этого фарисейского духа. Каким образом мы можем судить, или каким образом мы можем упасть и допустить, что этот дух фарисейский, он будет в нас? Какой такой индикатор или показатель будет? Знаете, прежде всего, я думаю, что вот если ты сам заметил, если ты увидел у себя или у кого-то, вот самый первый принцип, это то, что, знаете, люди, они не важны. Когда у тебя правила становятся важнее, чем люди, какие-то обычаи, какие-то установления, которые в церкви. Вот это первый признак, что ты готов переступить через человека, лишь бы все было хорошо, чинно и благопристойно.
Вот фарисеи во время Иисуса, да, их очень расстроило то, что он собрал, ну, он пошел, во-первых, в дом к сборщику налогов, и вокруг него были все эти мытари и грешники, презренные люди. А потом вот этот человек с иссохшей рукой. Вот что они думали? Да пусть он умрет вообще прямо там на этом месте, лишь бы он его не исцелил в субботу. Потому что в субботу исцелять нельзя. Да пусть сдохнет там. Вы понимаете, нет? Когда для тебя люди не так важны, что он там делает вообще? У нас так не принято, мы никогда так не делали. Я сейчас не призываю к анархии в церкви. Должны быть правила. Помимо правил должно быть воспитание просто элементарное. У нас зачастую, мы из разных семей, у нас разный бэкграунд, социальное положение разное. Кого-то мама воспитала, кого-то нет. Когда человеку уже под 50 лет, наверное, воспитывать уже поздно. Что ему скажешь, да? Ну, если как бы... Но тем не менее, вы понимаете, да? Вторая вещь. Когда кто-то делает что-то в церкви, да, то есть какой-то обряд, например, поклонение, и он славит не так, как ты привык, не так, как ты ожидаешь, и тебя это коробит, и ты считаешь, что нет, он должен делать это вот так, как я делаю. Ну, может быть, это тоже как-то... В Марка 3 глава, 1-2 стих написано: и пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Марка 3:6, да? Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Настоящий фарисей, его просто выводит из себя, когда ты что-то делаешь, что идет вразрез с его правилами, с его представлениями о том, как должно быть. Вот он сделал какой-то свод для себя, там, вот всегда было так, вот должно быть так. Если кто-то что-то делает по-другому, это выводит его из себя. Мне иногда кажется, что я чересчур иносказательно говорю, да? Нет? Вообще понятно, о чем я? Потому что вот так не хочется, да, знаете, людей выводить на сцену и говорить: а вот ты! Ну мы как-то вроде бы никогда таким не занимались, да? Я помню такой вот случай в одной церкви, не у нас. И у них была как, я не знаю, даже вроде как альфа-курсы бывают, да, такие, когда неверующие собираются, и они только обсуждают еще, да. А здесь это было именно для молодых пар. То есть молодые пары, они собирались, и они звали другие молодые пары, и они приходили, встречались, они были неверующие, ну, костяк был верующий. Приглашали неверующих, они говорили на библейские темы, на семейные темы, про трудности в семье и так далее. И служение существовало долгие годы. И всегда там было 2-3 семейные пары, то есть там 6 человек, грубо говоря. Да? И потом сменились лидеры, молодая семейная пара. И буквально за пару месяцев стало собираться там, по 30 человек. Да? Где-то 15 семейных пар, и 6 семейных пар они покаялись, как бы, да, там, то есть люди, они стали ходить в церковь, они уверовали. И то есть, как бы вроде бы все хорошо, да? И потом кто-то из старейшин в церкви пожаловался пастору и говорит: слушай, они у себя там на собраниях, у них был специальный класс, они покупают пончики и всякую выпечку и едят
во время занятий. А у них прямо, жесткое правило было в церкви вообще никакой еды. Не знаю, по разным причинам, но когда мы ковровое покрытие постелим, у меня вот прямо такое побуждение сделать правило, что на втором этаже никакой еды. Вот на первом этаже, нормально. Нормально же, наверное. Потому что, и особенно никакой жвачки. Потому что отдирать жвачку — это то еще удовольствие. И хочется, чтобы все это постояло подольше. А у них был вообще такой табу полностью на все здание. И оно, видимо, сколько-то лет стояло, и все было хорошо. И потом вот этот проповедник, он собрал всех в зале и поднял. Человек говорит: слушай, когда вот вы пришли, эту молодую семейную пару, вы возглавили служение, сколько было семейных пар? 2-3 пары было. А сейчас сколько? Сейчас 15-16, вот у нас 30-35 человек, да? И сколько человек покажется? Вот столько-то. Он говорит, что я больше никогда не хочу ничего слышать ни про какие пончики. Суть в чем? Вообще, для чего мы, что мы делаем? Вы знаете, когда нам нужно, чтобы наше здание, оно выглядело красиво. Нам нужно, чтобы было чисто и чтобы было хорошо. Вы согласны? Кто за это? Вы знаете, самый легкий способ, как чтобы было все чисто и хорошо, разогнать всех нафиг, закрыть все на замок, и здесь будет чинно и благопристойно. Вообще никаких проблем. Вы согласны? Но в чем суть-то? Разве в этом? Мы ради чего это делаем? Чтобы у нас чисто. Мы при всем при этом мы должны уважать труд людей, кто убирается. Мы должны убирать за собой. Но это уже следующее, да? Но мы не должны закрываться. Я за то, чтобы у нас вообще 24 часа работало. Если ночные бдения, там еще что-то. Всему свое время. Мы тоже не будем бежать впереди паровоза, да, и пытаться сделать. Все должно быть естественным образом. Но если у нас здесь, например, будут собираться молодежь на репетиции, вообще любые музыкальные инструменты, у меня, например, есть такое прям побуждение. У нас есть люди, которые заслуженные преподаватели республики Саха-Якутия, не знаю, заслуженные работники культуры, не побоюсь этого слова. Им есть чему научить, да? Почему бы нам здесь не сделать? Можно сделать даже школу за деньги. Церковь будет бесплатно предоставлять помещение. Я только за. И, в смысле, это нормально, если преподаватели будут платить там. Как люди ходят туда. Это просто мысли вслух пока. В смысле, это никаких планов, ничего. Но это нормально. Есть несколько просто правил. Если никто не богохульствует, да, или какие-то там вещи, знаете, то есть не пить спиртные напитки, не курить здесь, не материться. Какие-то вещи, все остальное, ничего не ломать. Вести себя как человек. Остальное все нормально. А вы согласны, нет? Вот то, что я говорю, или у кого-то есть возражения? Нет, я в смысле без всяких этих. Если что, поправьте. Здание — это инструмент. Это классно здесь собираться, а не на улице, я согласен. Да, у нас холодно скоро будет. И уже не очень уютно. И вы знаете, фарисеи не всегда создают какие-то правила. Пончики там, не пончики. Как должно проходить прославление, поклонение. На сцене должен или там, кто-то называет, алтарь. Орган стоять или электронные инструменты с барабанами. Проповедник должен в костюме ходить с галстуком. Или он может джинсы одеть. То есть людям свойственно, да, вот если у тебя, или у него специальное облачение должно быть, да, какая-то одежда правильная. Но вы знаете, Библия, она не говорит ничего об этом.
Но люди, они очень сильно расстраиваются. А все происходит из-за того, что вот их личные предпочтения, то, как они себе представляют, это играет большую роль для них, чем Слово Божие. Каким образом Иисус, Он отвечал на все это? На фарисейское поведение. Вы знаете, прежде всего Он им указал, что на самом деле вообще поклонение, собрание, это на самом деле радостная вещь. Он им что сказал? Марка, 2 глава, 19 стих. Он говорит, что вот, где они не ходят, не постятся. Он говорит, сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. То есть он говорит, что жених это кто? Это Иисус. Да? Там, где он присутствует, там свадьба белая и плясала. Там радость происходит. Потом, когда его не будет, вот там будете ходить с постными лицами. Опять же, постное лицо, это что значит, да? Человек, который постится. Это также говорили про фарисеев, да? Что если ты постишься, то ходи радостно. А не так, что ты ходишь угрюмый и злой. Ну, у кого мужчина бывал голодный, вы знаете, да, какие они бывают. Голодные, злые и неразговорчивые. Ходи и радуйся. То есть, если Иисус, Он здесь, у нас во время прославления, у нас должно быть весело. Потому что если не весело, мы видим, Его нету. Вы понимаете, да? Если пойти от обратного, параллельно. Я помню, что кто-то из проповедников, мне фраза так понравилась, говорит, что если нет радости в твоем христианстве или в твоей вере, значит твоя вера где-то протекает. Потому что христианство, вера в Иисуса, само по себе, это написано радуйтесь, еще раз радуйтесь. И если нет в этом радости, ну значит что-то не так. Знаете, часто я как бы видел, в последнее время у нас не было таких вот многие годы, но я помню, знаете, на заре, когда были евангелизации, такие масштабные, в смысле, выносили музыкальные инструменты, мы даже пели в парке, и вот люди шли, они просто, они, может, не понимали там вообще, кто там что поет, звук не очень, ну, там как-то не очень слышно было, слова не разберут. Но они останавливались, слушали, подходили, спрашивали, потому что их подкупало само поведение, знаете, радостное отношение. Не понять, что поют, но очень заразно, знаете, там, красиво как бы, да, вот, энтузиазм. Вот такое оно должно быть. Не знаю, во что он там верит, но ходит все время и улыбается. Когда вроде бы улыбаться нечем, да, когда кризис в стране, пандемия, еще что-то. Это вот место Писания еще, знаете, никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино порвет мехи, и вино вылечит, и мехи пропадут. Но вино молодое надо наливать в мехи новые. Это Марка, 2 глава, 22 стих. О чем здесь говорится? Или вообще, что это? Почему нельзя новое вино вливать в старые мехи? Понимаете, что такое мехи? Это из шкуры животных, да, делался сосуд такой, как грелка резиновая, да, куда заливалось вино, оно делалось из кожи и то есть удерживалось. В каких-то фильмах можно видеть, вот на верблюдах там возят, с обоих сторон, например, вешают. Делалось из кожи животного. Кожа, она имеет такое свойство, она дубеет со временем, да, особенно в нее жидкость, когда налита. Если взять старые мехи, вот эти, в которых уже было вино, и налить туда нового вина, то что произойдет? Вино, оно новое, молодое, пока виноград еще только это, оно, ферментация еще процесс не закончен, и оно бродит. И когда оно бродит, не знаю, у меня у бабушки брашка стояла за печкой. Иногда она так стреляла, что
полный бред. Когда она бродит, да, то есть она расширяется, процесс брожения идет. Если ты нальешь вино в старые мехи, где кожа она задубела, эти мехи просто порвет, они не выдержат. И вино пропадет, и мехи разорвет. Это к чему вообще? Знаете, христианство и церковь, она работает лучше всего, когда мы немножко гибкие. Когда мы не превращаемся в этот старый мешок, который весь уже загрубел, и любой какой-то процесс брожения, движения тебя просто разрывает. Ты не можешь вместить. Когда начинается какая-то движуха. Нам не нужно становиться вот такими старыми мехами. Когда происходит какое-то новое движение, какой-то новый процесс, а ты уже не можешь никак растянуться. Ты уже настолько зачерствел, загрубел. Ты уже привык, как оно было. Вот они, эти рамки, как все должно быть, как все меня устраивает. Вы понимаете? Согласны? Гораздо лучше, когда ты немножко можешь растянуться. Ну пусть побродит там. Молодые, зеленые, куча энергии. А у тебя достаточно мудрости и силы, ты немножко растягиваешься и все это вмещаешь. Не поймите меня неправильно. Церковь никогда не должна менять послание Христа. Мы проповедуем Христа и Христа распятого. Это послание, оно никогда не меняется. Но способ донесения церкви больше 2000 лет. И может быть иногда это мудро менять способ донесения. Не послание менять. Знаете, церкви, они собирались сначала просто по домам, по комнатам. Потом были храмы, соборы, кинотеатры, гостиницы. Опять по домам. Поклонение, оно было там, не знаю, на бубнах. Люди пели акапелла, без инструментов. Использовали только органы. Потом другие какие-то музыкальные инструменты. Но суть-то одна, мы славим Бога. Люди, когда пели раньше, знаете, не знаю, как это было, если я вот еще застал, я был у баптистов, когда-то покаялся. Мы пели из книжечек, вот, псалмы. Там объявлялся псалом номер такой-то, и толстая книжка, ты находишь этот номер, и вот там очень серьезные песни. Ну, хорошие песни, я ничего не говорю. Просто кто-то поет с распечаток, выдаются в церковь, мы тоже раздавали. Потом на телевизор давай слова говорить, потом появился проектор. Библию читали. В бумажном варианте, да? Раньше из слов в слово, из уста передавали. Сейчас я не знаю, кто читает в электронном виде. Я думаю, большинство людей уже читает в электронном виде. У нас появились какие-то гаджеты. Гибкие церкви, они несут неменяемое послание Иисуса Христа, но оно доносится разными способами. Вы согласны? Кто-нибудь скажет аминь. Мало. Давайте все вместе скажем, заодно проснитесь. Скажите аминь. Аминь. У нас послание, оно не меняется. Но мы не можем, как 2000 лет назад, таким же образом его доносить. Во-первых, у нас мир изменился, люди изменились, и вообще мы не в той части света. Да? Все эти еврейские штучки здесь как бы не очень зайдут, наверное. В хорошем смысле. Ближний Восток и Север. Но важен не метод, которым ты доносишь послание. Но вся суть именно в самом послании. Вся суть
в Иисусе Христе. И знаете, третье, то, что я хотел сказать, что Иисус, Он говорит, что вот все поклонение, оно фокусируется на Нем. Вот Он ответил, да, 2 глава, Марка 27-28 стих, и сказал ему: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. О чем говорится? Правила, они, конечно, замечательные, они хороши, без всякого сарказма. Их нужно соблюдать. Но суббота для человека, а не человек для субботы. Вот правила, они делаются для того, чтобы, в том числе, нам было здесь легче, чтобы был порядок и чтобы было лучше. Но это не означает, что мы должны в кровь расшириться, чтобы соблюдать эти правила. Если это не ересь, если это не богохульство, если это не открытый грех, я думаю, что всегда можно подвинуться. Вы знаете? Всегда можно что-то изменить. Мы же не паровоз, который по рельсам едет. И ни влево, ни вправо не может уклониться. Одна из вещей, которую мы должны принять для того, чтобы стать христианином, это прежде всего, что Иисус Христос, Он наш Господь. Когда ты признаешь Его Господом, помните, как я всегда говорю, Господь означает Господин. Что это означает? Это означает тот факт, что Ему принадлежит все. Я Ему принадлежу, моя семья Ему принадлежит. Бизнес, если вы верите, тоже Ему принадлежит. И знаете, что самое интересное? Церковь Ему тоже принадлежит. Издание это Ему принадлежит. В тот самый момент, когда кто-то начинает говорить: моя церковь, наша церковь, это такой холодок должен по спине бежать, когда ты слышишь это. Ну, в хорошем смысле, вы понимаете, когда человек может говорить: ну, наша там, к нам. Но вообще это церковь Христа. Не в том смысле, что моя, и что наша, что мы здесь правильно устанавливаем. Опасный путь такой. Интересная вещь, да, Иисус, Он говорил, что поклонение заключается в том, чтобы приводить других людей к Нему. Знаете, в Матвея, 9 глава, 15 стих, интересная вещь есть. Иисус говорит: пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призывать не праведников, но грешников к покаянию. Бог хочет милости, прежде всего, да, а не жертвы. То есть Бог все равно ожидает от нас жертву. Но Он здесь говорит, вот Иисус, Он приводит место Писания, Он цитирует книгу пророка Осии, это 6 глава, 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и богодетелья более, нежели все сожжения». Он о чем здесь говорит? Ты можешь соблюдать вообще все правила. Знаете, как вот у фарисеев было. Вот если я вот это делаю, вот это делаю, вот это делаю, вот это делаю, ну значит вера моя, она хороша. Я вот весь такой жертвенный, я там то жертвую, я там это делаю. Он говорит, что милости хочу, и боговедения. Вот вообще познание Бога больше, нежели жертвы. Чтобы ты понимал вообще, то есть вот сердце Отца, сердце Иисуса, Дух Его, не просто следовать правилам и закрывать пунктик за пунктиком. Вы понимаете, о чем я?
Если вот такой пример привести, знаете, вот люди, они тоже как бы понимают в этом мире, подспудно может быть. Что я пытаюсь донести? Знаете, вот, если я начинал с соревнований, да, с правил по хоккею, вот, закончу тоже таким примером соревнований. Знаете, вот часто бывает, вот на YouTube сейчас есть ролики, я как-то недавно смотрел, что когда слишком рано начали праздновать. И там, знаете, обычно бегуны какие-нибудь, или велосипедист, или мотоциклист, он едет, и он один перед финишем, там остается 100-200 там, или там, 50 метров, и он поднимает руки, он расслабляется, и тут из-за спины кто-то выскакивает и финиширует. Да? И вот он рано начал. Но вы знаете, есть куча примеров таких же, когда вот бегун, он бежит, и он начинает праздновать, и тут бежит соперник. Был такой, знаете, тоже такой ролик, подборка. И вот он вообще думал, что он финишную черту уже пересек. И он остановился, и он ходит, и бежит его соперник. И он даже сначала вперед пробежал, потом обернулся, взял его за талию и вперед. И ты еще не закончил. И вперед его дотолкал. Или также, знаете, там, слезы всякие такие вещи, там, марафонская дистанция, и женщина, она падает у него, что я не знаю, что с ногой то ли подвернула это, то бежит ее соперница, она берет ее руку, и она доводит ее до финишной черты. Знаете, в футболе есть такое понятие fair play. Fair по-английски это как справедливый, да? Ну, даже здесь честная игра. И вот, например, если у кого-то на поле, у команды соперника, например, лежит игрок, ну, то есть его там снесли, например, у него травма, и мяч находится у соперника, и они смотрят, ну, они не могут, судья не снести, даже если человек он лежит, пока мяча как бы нет, они выводят его, выбивают за пределы площадки, оказывается помощь, потом, так как он выбил, другая команда вводит мяч в игру, вы понимаете, да, о чем? Но они берут и кидают мяч соперника. Это вот то, что, ну, это вот fair play. И вот люди, они пытаются, знаете, потому что вот быть первым, это круто. Но все-таки есть такое что-то вот человеческое, да? По духу поступать. И вот то же самое здесь. Какие бы правила они ни существовали. Знаете, ну, Бог, Он живой, Он дух, да? И очень легко, вот знаете, начать. Такая религия, она простая. Утром встал, помолился, чек. Еду благословил, галочку поставил. Следующее сделал, поставил. Праведный. Напридумывал себе чего-то. Но суть-то не в этом, поэтому давайте мы не будем забывать, в том числе, да, что мы все разные. Нам быть немножко нужно как новые меча, которые могут немножко потянуться, если кто-то испытывает тебя на прочность. Аминь. Я уже почти новую проповедь начал. Давайте закончим. И все время сюда смотрю, у нас часы теперь там висят. Если кто-то видел, я еще по старой привычке. Надо, наверное, побольше повешать. Я просто видел, мы когда-нибудь сделаем в церквях, когда делается обратный отсчет. Там не... Ну, в принципе, никогда не затягиваем. Я так думаю, да, у нас край час. Опять же, почему это? Иногда это нормально, выйти за рамки, когда есть движение духа, и, не знаю, молитва за исцеление, еще что-то. И Господь Он так ведет. Но вы знаете, почему мы стараемся начинать вовремя и заканчивать вовремя? Ну или, по крайней мере, у меня есть такая надежда и желание, что мы так будем всегда делать. Да потому что мы должны ценить друг друга и свое время. У нас большинство имеет детей, которым нужно что-то делать. У нас есть домашние какие-то заботы. И я хочу, чтобы люди они приходили в воскресенье, и они были уверены, что они придут в 11, и в час они отсюда выйдут без всякого чувства вины, и у них останется еще полноценный день, чтобы посвятить вас, ну, его семье, или пообщаться с кем-то. А не так, чтобы каждое воскресенье нам затягивали и опять заканчивали.
Я не кидаю ни в чьи камень огород. Если где-то так происходит, ну вы понимаете, да, о чем? Давайте мы помолимся, мы помолимся, и мы закончим уже на этом. Господи, я прошу Тебя о том, чтобы все слова, которые сейчас здесь говорились, чтобы они были поняты правильно, и чтобы не было никакого осуждения ни у кого во имя Иисуса Христа. Господи, если я что-то привнес человеческое, то пусть это упадет и умрет, и не принесет никакого плода. Но всякое слово, которое было от Тебя, Господи, пусть оно принесет плод, и оно не вернется тщетным. Я прошу Тебя, Господи, чтобы в нашей церкви прежде всего была любовь, единство и забота друг о друге, Господи. Чтобы мы были водимы Духом и сами были духовными. Чтобы мы не только следовали каким-то правилам, но при всем при этом, Господи, благослови нас, чтобы у нас было все чинно, благопристойно, чтобы у нас также был порядок, было уважение друг к другу. И чтобы у нас уже организовались все службы и порядка, и всего, и чтобы у нас все было организовано. Отдаем все в Твои руки и благодарим Тебя. Аминь.